Узнаем, почему не Грозный занял первое место в списке самых безопасных городов. Магомед, вот вас не удивил вот этот вот рейтинг? Или вы такого и ожидали, что... Ну, конечно, у нас есть наследие бывших двух войн, и стереотипы информационные, их очень трудно ликвидировать. То есть мы очень слабо представлены в информационных пространстве, и наша, как говорится, информация о нашем регионе, она в основном проходит по отзывам людей, которые здесь пребывают. Но это маленькое количество. Конечно, каждый год у нас увеличивается поток туристов в среднем до 20%. Это серьезный поток. И что такое безопасность жителя региона, гостя, который сюда приехал? Во-первых, это безопасность личная, что он может пройтись, прогуляться вечером, в любое время суток приехать в город. Второе это имущественная безопасность. Вот с имущественной безопасностью, с личной безопасностью, могу вам сказать, здесь 1000%. Здесь водители такси на улице оставляют автомобили ключа зажигания. Это реальность, которая сейчас происходит в Грозном и по республике. Здесь квартиры открытые, ключи оставляют их, как и в советский период, под ковриками. Это, конечно, заслуга полиции. Магомед, вы когда появились на связи, я даже подумал, что вы в Дубаях находитесь. Там картинка такая у вас, как будто там курорт и рядом море где-то плещется. Ну, конечно, это лучшая картинка в Грозном. Это Грозный Сити, комплекс из высотных зданий. Сзади у меня жилое здание, слева и справа отель пятизвездный. Но я вам скажу даже другое. У нас есть еще несколько городов, в которых такие же картинки вы увидите. В Шалях, в Гудермесе, в Аргуне. Все выстраивается по одному направлению. Стратегия развития туризма. Магомед, вот если говорить про туризм, Саша вспомнил про Дубай, там очень много туристов, они, в общем, достаточно раздеты, как-то так себя ведут, отдыхают, словом. Вот у вас могут ли себя там девушки в коротких платьях чувствовать себя безопасно? Вы знаете, если вы на Краснодаре с пляжа выйдете в город в купальном костюме, на вас будут смотреть, по крайней мере, очень удивленно, да? На некоторых магазинах написано «в плавках не заходить». Это такая экзотика курортного города. Естественно, это город не курортный, здесь моря нет. Естественно, люди ходят одетые. Если кто-то слишком, если у него слишком открытые участки тела, конечно, будут смотреть как на белую ворону, потому что местный менталитет и традиции ограничивают доступ взглядом на свободное пространство тела. Вы понимаете меня, да? Mm-hmm. То есть прогуляться, конечно, в шортиках немножко сложновато будет. Особенно не приветствуется это для мужчин. Мужчина все-таки должен быть мужчином собранным, сдержанным, аккуратным. В шортиках на пляже, да, на море. Но это же город. Конечно, здесь жарко, 40. Когда мои гости говорят, почему я не могу в шортах выйти, говорят, кому охота смотреть на твои ноги? Ты одень красивые брюки, ты будешь симпатичный, и все будут довольны. Вот и все. Вы тоже оставляете ключи от машины там, в зажигании и под коврик кладете? От квартиры тоже. Я для своих гостей, которым я сдаю апартаменты, никогда не встречаю их, если им это не нужно. Они у меня под ковриком, они всегда удивляют. Иногда я дверь оставляю открытой. И говорю, заходите, они в тумбочке лежат. Положите деньги туда же, если я вам не нужен, можете уезжать. Вы знаете, когда людям доверяешь, у них возникает обратное доверие. Вот за 3 года сдачи апартаментов ни одного случая, чтобы человек не заплатил, не ушел. Просто оставляет тумбочки, деньги и все. Это наши российские граждане. У нас стереотип, что мы плохие. Нам нужно научиться доверять друг другу. Вот это доверие, это проблема сейчас Чечни. Мы помним наследие. Это наследие очень тяжело перемолоть. Вот эти стереотипы, вот эту информационную составляющей последних 2 войн. Но мы с этим боремся. Магомед, у чеченских мужчин такой серьезный авторитет, что никому и точно в голову не придет не заплатить, например. Поэтому я это легко объясняю себе. Да нет, вы знаете, он уехал и все. Я согласен с вами, что как определенный стереотип есть, конечно. Я вам даже расскажу очень интересную вещь. У меня были в гостях с Питера муж и жена в возрасте.
Вот они уезжают, у меня трансфер до аэропорта, я спрашиваю, вот образ, который вы носите из Чечни, вы можете мне сказать? Ну, муж, как человек логически мыслящий, мужчина, он начинал перечислять там первое, второе, третье. А жена говорит, нет, я скажу. Я говорю, хорошо, скажите. Она говорит, вы знаете, я вчера сидела в кафе, пирожное, где в основном сидит молодежь. Она сидит, кофе пьет, пирожное, и все там отделано на таком кремовом, в кремовых оттенках. То есть все очень такое, понятно, да, бежево, приятное. И сидит молодежь, и вдруг заходит сотрудник силовых структур в черной форме, весь грозный, с бородой огромной, грозно обводит взглядом всех, садится и кушает пирожное. Вот вам образ чеченца. Все такие же любят пирожные, любят сладости, все одинаковые. Все мы одинаковые, но образ, да, он выглядит, конечно, немножко отличительно. Понятно. Спасибо. Спасибо, да, за интересный рассказ. Это был Магомед Илхар, экскурсовод по Северному Кавказу на связи из Грузии.